Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. Для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 82 копейки. Евро остановился на отметке 83 рубля 32 копейки. Покупает сегодня американскую валюту по лучшей цене Россельхозбанк за 73,76. Продает Азиатско-Тихоокеанский за 74 рубля 32 копейки. Самый выгодный курс покупки евро сегодня у Россельхозбанка – это 83 рубля 28 копеек. Продает по лучшей цене Азиатско-Тихоокеанский за 83,87. Годовая инфляция в республике в ноябре 2021 года практически не изменилась и составила 5,95%. При этом ее значение продолжало оставаться ниже, чем в Дальневосточном федеральном округе и России в целом. На динамику цен в республике влияли разнонаправленные факторы. Сдерживающее влияние оказал временный региональный фактор – расширение предложения услуг воздушного транспорта. Однако рост издержек производителей, неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах-производителях и ограниченное предложение некоторых непродовольственных товаров оказали повышающее воздействие на инфляцию. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной индексации материнского капитала по фактическому уровню инфляции, а не прогнозируемому. Изменения вступят в силу с 1 февраля. Теперь размер материнского капитала будет рассчитываться, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, который определяется правительством. Кроме того, с 1 февраля будущего года размер материнского капитала за первого ребенка составит 483 881 рубль, за второго и последующих 639 431 рубль. Напомним, ранее в декабре слишком высокий рост цен обещали компенсировать и российским пенсионерам. По словам главы Минтруда Антона Котякова, сейчас ведомство прорабатывает предложение о дополнительной компенсации высокой инфляции. Северокавказская военизированная служба вызвала искусственный спуск лавины с горы Чигет в Кабардино-Балкарии. На кадрах, снятых одним из участников операции, можно увидеть, как клубы снега спускаются с возвышенности. Жители близлежащего поселения были заранее предупреждены о профилактических мерах. Ранее в МЧС призвали отдыхающих кататься только на размеченных разрешенных трассах и избегать крутых склонов, так как там чаще всего сходит снег. Создание всех условий для комфортной жизни в населенных пунктах – главный приоритет правительства страны. Все более популярным становится формат территориального общественного самоуправления. Члены самоуправления подают заявки на гранты и программу поддержки местных инициатив. Когда граждане сами участвуют во всех этапах реализации проекта, в том числе вкладывают собственные средства, объекты строятся дружнее и приносят пользу всем слоям населения. О том, как меняется облик сел в Амгинском районе, расскажет Анна Васильева. Разобрать старое заброшенное здание столовой, всех дворовых построек, вывести мусор и расчистить территорию. Работа проделана огромная. И все бесплатно своими силами. Помимо этого, мужское население Покровки привезли песок для внушительных размеров будущей песочницы. Выровняли землю. Сейчас идет сбор средств, нужно чуть больше 300 тысяч. ТОС в селе образован лишь в этом году, но уже активно ведет свою работу. В планах войти в программу поддержки местных инициатив. Все сельчане готовы поддержать проект зоны отдыха в родном селе с площадкой для детей. Вот, чтобы люди поняли, что деревня, да, не расположена только внутри ограды своей, а деревня, вот родина, это вот вся наша Покровка, и вот надо вот это вот почувствовать, чтобы все включились. Ну, молодежь, вот меня порадовала очень наша молодежь, они все очень активно включились, потому что им это надо, у них растут ребятишки. А в селе Эмисса освященный железобетонный мост построен на частные средства одной большой семьи. К 66-летию свадьбы уроженцев села Павла и Прасковьи Николаевых вся большая родня совместными усилиями сделали незабываемый и такой нужный подарок землякам. Счастливая наша семья, село Эмисса, и такой замечательный подарок селянам. И как они сами назвали, это мост Илье, по-русски будет мост мира. Мост мира. И каждый год вот речка Куду, тут проходит очень много воды, и весной бывает тут проблематично. И вот наш старый мост, он уже такой очень старый и уже приходит в негодность. И вот этот мост наше спасение, и каждый год мы будем его уже проходить беспрепятственно.
Собственные средства на такой серьезный объект – это, конечно, беспрецедентный случай. Чаще всего инициативы граждан реализуются через ППМИ. Так, только за прошлый год общая стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор, составила 686 миллионов рублей. Конкурс прошли 332 заявки. А значит, в скором времени в селах и городах Якутии станет еще комфортнее и красивее. Анна Васильева, Туяра Филиппова, Семен Семенов, Амгинский район. В России выявили уже 41 случай заражения штаммом омикрон. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова также сообщила, что в первые 3 дня заболевания новым штаммом у больных появляются такие клинические симптомы, как подъем температуры до 38,5 градусов, слабость, небольшой кашель и першение в горле. В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко добавил, что в клинической картине омикрона доминируют такие признаки ОРВИ, как субферильная лихорадка, миалгия и общие симптомы интоксикации, сходные с течением гриппа. По оперативным данным в Российской Федерации по результатам секвенирования выявлен уже 41 случай инфицирования новым геновариантом вируса омикрон. И все больные находятся в стационаре. Есть подробный анализ по клиническим проявлениям. И хочу сказать, что в первые 3 дня заболевания появляются такие клинические симптомы, как подъем температуры до 38,5 градусов, слабость, небольшое подкашливание, гиперамнезия, першение в горле. На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное. В Якутске в рамках учебно-методических сборов состоялись учения сотрудников МЧС России. По легенде, возгорание было обнаружено в здании Центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина. Детали знает мой коллега Власий Сергеев. Надежда, здравствуй. Да, абсолютно верно. Я сейчас нахожусь в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина, где буквально пару минут назад завершились учения. По легенде, очаг возгорания находился в зрительном зале объекта. Еще одно возгорание было в соседнем помещении. Перед пожарными стояла задача провести разведку, обнаружить пострадавшего, подключиться к гидрантам и приступить, собственно, к тушению. В учениях были задействованы более 50 пожарных из 6 частей, в том числе 10 единиц основной техники и 7 единиц специальной техники. Также в учениях были задействованы службы жизнеобеспечения, это ГАИ и скорая помощь. Ну а подробнее о данных учениях нам рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия по государственной противопожарной службе Евгений Рощин. Предлагаю послушать. Сегодня в рамках учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности Якутской территориальной подсистемы РСЧС в 2021 году мы проводим комплексные пожарно-тактические учения на новый объект Дом культуры Гагарина, здание с массовым пребыванием людей. На учения привлекаются силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона по наивысшему 3-му рангу пожара. Отрабатываются вопросы ликвидации пожара, спасения людей, имущества с применением современных технологий пожаротушения, в том числе газодымозащитной службы. Специфика, основное решающее направление это одно. Объект сложный, поиск спасения пострадавших, поиск возможных путей проведения разведки, путей распространения пожара, локализация и ликвидация пожара в кратчайшие сроки. В завершение я хочу добавить, что данные учения прошли в рамках учебно-методических сборов. За ходом учений наблюдали руководители органов управления территориальной подсистемы РСЧС. Ну а подробнее о данных учениях смотрите в вечерних выпусках новостей. У меня на этом все. Передаю слово студии. По итогам 11 месяцев этого года в столице региона зарегистрировано 1221 случай мошенничества, что на 27% больше, чем за 2020 год. На столько же процентов увеличились случаи кражи денежных средств с банковских карт. А вот мошенничество в сфере информационно-технических телекоммуникаций по сравнению с прошлым годом увеличилось практически вдвое, на 67,5%. Если по итогам прошлого года было зарегистрировано 530 случаев, то за 11 месяцев этого года уже 890. Сюда можно включить лжеброкерские агентства, инвестиционные проекты, которые обещают быстрый доход. Люди, желая обогатиться, в
вкладывают свои сбережения, получают опять-таки кредиты, вкладывают в эти инвестиции, в итоге они не получают ни своих денег, ни прибыли. Третий вид мошенничества – это, естественно, объявление. В любом случае продавец вы, либо же покупатель того или иного товара, вы можете попасть под уловки мошенников. Просто по одной простой причине. Абонент на том конце провода требует у вас номера банковских счетов. И человек, желая быстро приобрести, либо же быстро продать свое имущество, он автоматически перечисляет все цифры. Мы переходим к мировым новостям. Мощная песчаная буря пронеслась над городом Булеа на северо-западе штата Квинсленд. На кадрах с дрона можно увидеть, как стихия надвигается на поселение. Скорость ветра составила 109 км в час. Отмечается, что сама буря продлилась 10 минут, а после нее начался дождь, который очистил воздух от пыли. Общины Маунт-Айза, Даджара и Уранданги также пострадали от песчаной стихии, вызванной грозами в регионе. Boeing и Airbus выступили против развертывания сетей 5G. Они боятся, что новый формат передачи данных скажется на безопасности полетов. Подробности узнавал Никита Конев. Руководители Боинга и Airbus призвали правительство США отложить внедрение 5G, заявив, что это может нарушить работу летного оборудования. Исполнительный директор Boeing Дэйв Колхун и генеральный директор Airbus Americas Джеффри Ниттель написали в понедельник совместное письмо министру транспорта Питу Бутиджичу. По их мнению, воздействие волн Си-диапазона 5G скажется на безопасности полетов. Авиационная отрасль и Федеральное управление гражданской авиации США ранее выражали обеспокоенность по поводу планов операторов мобильной связи AT&T и Verizon по развертыванию беспроводной сети 5G в начале следующего года. Так, государственное ведомство предупредило о помехах для чувствительной электроники самолета, такой как радиовысотомеры, которые могут приводить к отклонениям от курса. Развертывание сетей уже было отложено один раз, чтобы применить меры предосторожности, но авиационные группы заявили, что принятых шагов недостаточно. Boeing и Airbus предложили ограничить передачу данных сотовой связи в аэропортах и других важных районах. Между тем, торговая ассоциация CTIA, представляющая индустрию беспроводной связи, заявила, что 5G безопасен и обвинила авиационную промышленность в искажении фактов и разжигании страха. Самое первое в истории СМС-сообщение продано с аукциона во Франции за $120 тысяч в виде NFT-токена. Невзаимозаменяемый или уникальный токен – это криптографический сертификат, который подтверждает право на владение неким цифровым активом. Аукционы на базе этой технологии сейчас переживают свой расцвет. Однако во Франции их продавать запрещено, что наложило свой отпечаток. Организаторам пришлось придать лоту осязаемый вид. Покупатель, чье имя не называется, получит код оригинального протокола связи, по которому передавалась СМС в специальные рамки с электронным экраном, а вырученные средства пойдут в агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев. 30-летняя спортсменка из Латвии Эвия Рейне первой пришла к финишу на очередном антарктическом марафоне и установила новый мировой рекорд, пробежав дистанцию за 4 часа 6 минут и 11 секунд. Подробности узнавал Артем Сторонов. 62 спортсмена из 18 стран мира на минувшей неделе приняли участие в очередном антарктическом марафоне – забеге на 42 километра по территории самого южного материка Земли. Мероприятие в этом году проходило в 16-й раз. Несмотря на непростые условия, мягкий снег под ногами и температуру минус 15 градусов Цельсия, всем участникам удалось закончить гонку, а спортсменке из Латвии Эвии Рейне даже установить новый мировой рекорд среди женщин. 30-летняя участница пробежала дистанцию за 4 часа 6 минут и 11 секунд, превысив предыдущее достижение, установленное в 2013 году британкой Фионой Оукс. У нее на завершение марафона ушло на 14 минут больше. Второй среди женщин пришла американка Грейс Яо, она отстала от Рейны более чем на час, а третьей – британка Джулия Хантер. Среди мужчин победу одержал поляк Гжегош Полуня, его время 3 часа 53 минуты и 2 секунды. Я очень рад, я очень-очень устал, но ура!
Сегодня просто отличная погода и отличная гонка. Все просто прекрасно. На втором месте среди мужчин с отставанием на минуту оказался француз Жульен Казерла, а на третьем – американец Дерк Каллинан. Самый старый участник, 74-летний Пини Харос, имеющий двойное гражданство США и Израиля, закончил гонку за 8 часов и 26 минут. Еще один спортсмен, бывший военный, искатель приключений и популярный автор книг Джордан Вайли, пробежал дистанцию полностью, несмотря на травму ахиллова сухожилия. Сам марафон должен был пройти несколькими днями ранее, но участники не могли вылететь из Чили из-за сильного шторма, накрывшего место проведения гонки. Однако забег все же состоялся, хоть и с небольшой задержкой. В океанариуме в Рио-де-Жанейро эффектно отметили грядущее Рождество и отправили Санту кормить акул. Буквально. Подробности в следующем сюжете. Рождество и Новый год все ближе, и все больше тематических мероприятий проводят во всех уголках мира. Вот и в Рио-де-Жанейро Санта-Клаус сменил санки на ласты и с головой погрузился в празднование с акулами. Так в местном океанариуме отметили грядущие даты. Дайвер, одетый в классический красный костюм, покормил хищников, скатов и еще 2000 других рыб. Я думаю, это интересно для всех. Посетители видят, как Санта-Клаус ныряет, и это радость, которую я не могу описать. Мы счастливы поделиться ей с детьми и видеть отклик на нашу работу. К нему присоединились миссис Клаус и другие рождественские персонажи. Посетители океанариума смогут наблюдать за представлением ежедневно до 25 декабря. В этот день, ровно 164 года назад, в России появились первые почтовые марки. Проект почтовой марки был утвержден императором Александром II осенью 1857 года. А исторически 22 декабря мы узнаем из нашей рубрики «Даты и события». На календаре 22 декабря. Сегодня отмечают День энергетика, День российского хоккея, День работника Пенсионного фонда России, День бардовской песни, День обмена печеньем, День наступления ночи. По народному календарю этот праздник посвящен зачатию праведной Анны Пресвятой Богородицы. Также в этот день чтят память святой Анны, матери пророка Самуила. В этот праздник женщины читали молитвы, в которых просили об избавлении от бесплодия. Беременных в этот день освобождали от всей домашней работы. Это было связано с народными суевериями. К примеру, если беременная будет заниматься разведением огня в очаге, то ребенок родится с большим родимым пятном. Большие сугробы и иней на деревьях в этот день сулят урожайный год. События в этот день. Русские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил. В России была выпущена первая почтовая марка. В Южной Африке поймана рыба латимерия, самая древняя из ныне существующих на Земле. Состоялся первый пробный полет самолета Ил-86. В этот день указом президента Российской Федерации установлен памятный день Российской гвардии. В этот день родились Жан-Этьен Леотар, швейцарский художник; Даниил Самойлович, русский военный врач, основатель отечественной эпидемиологии; Джакомо Пуччини, итальянский оперный композитор; Эдуард Успенский, советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг; Лео Бакерия, российский кардиохирург, ученый и организатор медицинской науки, академик. Именины сегодня отмечают Степан, Вальдемар, Владимир, Василий, Александр, Ефросинья, Анна. Как мы уже отметили, сегодня, 22 декабря, празднуется День энергетика – профессиональный праздник тех, от чьей слаженной работы зависит свет и тепло в наших домах. А встрече с одним из тех, кто связал свою жизнь с этой ответственной и важной профессией, смотрите в нашем следующем сюжете.
Каждое утро, приходя на станцию, я делаю обход. Первым делом я захожу в помещение электролизной, интересуюсь давлением кислоты в клейсиверах. Мой путь в энергетику начался в 1998 году, когда на производственную практику меня отправили от ПТУ-16 на Якутскую ТЭЦ. Там я начал свои первые шаги в энергетике. В 2005 году я пришел на Якутскую ГРЭС. И с того времени, вот уже больше 15 лет, я работаю здесь. Начинал я с дежурного электромонтера, доработался до начальника смены электрического цеха. Сейчас, полгода назад, меня позвали на должность старшего мастера. Мой рабочий день начинается с прибытия на станцию и обхода своих объектов. В мое обслуживание входят электролизные установки, ресивера, крановое оборудование, вспомогательное электрохозяйство, 220 киловольт, сеть освещения и сварочная сеть. Это все необходимое для того, чтобы делать вовремя плановые ремонты. Летом мы делаем ремонты, соответственно, зимой мы подготавливаем наше оборудование для того, чтобы летом наша ремонтная компания проходила в очень хороших условиях. В летний и зимний период, в период низких температур, они у нас повышаются количество их. ПВК? Площадку ресиверов. Площадку ресиверов, да. По моему мнению, это не то, что призвание, но если ты пришел сюда и тебя затянуло, тебя уже не отпустит. А если ты, лишний человек, так скажем, ты поймешь это. Это так же, как милиционеры, я думаю, космонавты. Зацепило твое. И неважно, что ты делаешь, сколько там тебе платят, как ты здоровье свое оставляешь, ночью звонки эти, не дай бог что-то случилось. Ты идешь и делаешь свое дело. И ты радуешься тому, что вот светит свет, и люди работают, твои коллеги. Никогда не жалел, когда пришел, был очень рад, мне все нравилось, и карьерный рост доступный, и, знаете, какой-то патриотический такой дух энергетиков. Вот я своим детям говорю: смотрите, видите, свет светит у вас дома, папа работает, значит, все хорошо. И вот эта вот гордость берет, особенно когда зимой, новогодние праздники, все вокруг светит, и ты знаешь, что частичку себя ты в это вложил, что где-то фонарики, это ты, это мы энергетики. Наша задача на сегодня — осмотреть выключатель ячейки номер 307, проверка контактов, проверите схему ручного включения. Тем, кто учится или собирается связать свою жизнь с энергетикой, приходите. У нас нужны нам специалисты, очень хороший карьерный рост, ключевые места занимают сейчас очень технически грамотные люди, опыт колоссальный. И если вы, мало ли там как-то сложится, придете в другую какую-то отрасль и узнаете, что вы работали в энергетике на объектах энергогенерации, либо там в распределительных сетях, неважно, это большой положительный след в вашей биографии. А своим коллегам хочу передать поздравления с Днем энергетика. Пусть люди знают, что мы трудимся не просто так, мы как Прометеи, делимся светом. Ну и всем здоровья, счастья и немножко удачи. Самую малость. Подведены итоги работ по реализации проекта «Сохраним памятники». Напомним, начало проекту положили глава республики Айсен Николаев и его супруга Людмила Николаева в 2019 году. Тогда была отреставрирована мельница «Толчанка» в селе Черкёх Татинского района. С тех пор всего отреставрировано 35 памятников культурного и исторического наследия. Среди них такие крупные объекты, как башня Манчары, изба юрта, где жил Эдуард Пекарский, и восьмигранная юрта XIX века. Всего в республике насчитывается 1859 памятников истории и культуры. Среди них около 400 нуждается в ремонте и реставрации. Мы работаем по двум направлениям. То есть 35 объектов отреставрированы за счет инвесторов, без участия бюджетных средств. Мы параллельно работаем с крупными объектами, которые реставрированы за счет республиканских и федеральных средств. Например, Николаевскую, Качкатскую церковь, Сереле-Курдем, Хангаласского Луса мы отреставрировали за счет федеральных средств. Дом казначейства города Якутска мы реставрируем за счет федеральных средств. И еще масса планов, когда мы будем реставрировать в ближайшие десятилетия за счет федеральных средств.
Государственным комитетом по занятости населения, Министерством предпринимательства, торговли и туризма, а также Министерством образования и науки в текущем году был подписан приказ о межведомственном взаимодействии при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в республике. Теперь в Якутии расширена помощь по социальному контракту, и итог такого соглашения приносит хороший результат. Наша корреспондент Марферина Алексеева расскажет и покажет на примере предпринимателей, начавших издавать зимнюю обувь благодаря социальному контракту. Надежда, приветствуем. Начиная с текущего года, оказание помощи гражданину, заключившему социальный контракт, стало более расширенной и комплексной. И сегодня я хочу вас познакомить с семьей Филипповых, которые благодаря социальному контракту открыли такой свой небольшой семейный бизнес. И сейчас мы пообщаемся с Марией Филипповой, которая расскажет нам подробнее о том, как вы на это решились и какие этапы прошли для того, чтобы реализовать свою идею. Здравствуйте. Мы всей семьей обсудили, как мы будем вообще этим бизнесом заниматься. Потом составили, я по телефону связалась именно вот с социальной службой, да, и мне сказали, какие перечни документов нужны, собрали, сделала бизнес-план, подошла к ним, и потом где-то в течение 10 рабочих дней нам позвонили и сказали подойти к мэрии для защиты бизнес-плана. А давайте теперь расскажем, что за промысел у вас. Вы создаете зимнюю национальную обувь из кожи, да? Немножко о бизнес-плане. На каком этапе сейчас вы находитесь и какие у вас в дальнейшем перспективы? Ну, сейчас у нас клиентская база есть. Мы открыли свой аккаунт, так и называется Саха Этербес. Также работаем напрямую, звонят на наш номер, и по WhatsApp тоже пишут. По всем этим принимаем заказы. Сейчас клиентская база у нас есть, но мы еще хотим в дальнейшем еще расширяться и идти вперед. Может быть, через несколько лет мы уже будем нанимать других людей на работу, на трудоустройство. Ну и конечно же, очень интересно, да, по социальному контракту, на что вам были выделены средства, что вы на них смогли приобрести? Допустим, нам одобрили самую большую сумму, у всех по-разному, да, 250 тысяч мы получили и должны предоставить все чеки. Это не то, что мы должны именно купить оборудование. Мы можем это потратить и на нитки, и на иголки. Все, что нам надо, можем купить. Спасибо вам большое. Ну, а сейчас мы поговорим с Егором Филипповым. Как раз-таки ваша буква «Е» на бренде находится, да, вашей обуви. Скажите, пожалуйста, из чего вы шьете обувь и как вы пришли к такому ремеслу? Я пришел, предки занимались, шили обувь, бабушка заготовки делала. И мамин брат подошву шил, Я видел с ранних лет тоже, когда был мальчиком. А из чего ваша обувь? Из чистого кожи, натурального меха. Я смотрю, еще такая национальная тематика есть, да? В чем она обычно реализуется? Национально, обереги есть, харасхал, еще гербы улусные наши. То есть человек может сам, да, заказчик, выбрать себе желаемую, да? И также разные длины, да? Разные, по высоте разные. Сами заказывают, как заказчик, как высотой, не высотой, там. Все размеры, эскизы сам выбирает. Раньше, получается, вы шили все вручную. Сейчас вы заказали аппаратуру к вам, она буквально на днях подоспела, да? В чем разница и преимущество? Стало ли как-то лучше? Лучше, быстрее и удобнее. Как шить машинкой. Раньше-то ручную шили. А на качество никак не влияет? Нет, не влияет. Нитки-то хорошие, толстые, капроновые.
не влияет на качество. Спасибо большое. Так, хотелось бы отметить, что семейный бизнес не только в одной семье, но и старший брат даже занимается. И сейчас мы можем как раз-таки наблюдать за процессом подшивки ранты, да, называется. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Я смотрю, это все вручную делаете. Сейчас шью ранты. И после рантов мы будем уже подошву подшивать. Да. Расскажите, пожалуйста, о используемых материалах. Что за кожа, откуда она и внутренность? Кожа натуральная, крёс, толщина где-то 1,5 миллиметра. И мы заказываем с города Кирова. И качество у него хорошее в том, что он не впитывает воду. И мы думаем, что дольше будет служить. А внутреннее, вот чем утепляется? Внутренность у нас мутон, вот, натуральный мех, овчина, да. Отлично. Ну и, конечно же, всем будет известно вот такой тест-драйв. Я смотрю, вы все обуты в свое производство, да? Сколько лет вы уже носите свою обувь, да, и насколько она вообще крепка, прочна, сколько градусов выдерживает? Мы уже одеваем уже 4-й год. Мы везде одеваем, на рыбалку, на забой, везде с собой. Вот. То есть прочность гарантирована, да? Да, мы уже 4 зимы. И вот видите, как трещины еще такого нету. И как натурально все качество влияет. А по температуре как? Вот, допустим, у нас сейчас самые холода настали. У нас комфортно. Мы зимой везде, на улице, на забой, и все, не замерзает. Ну, спасибо большое. Это очень отрадно, что у нас развивается национальный такой промысел, да, и хотелось бы в конце отметить то, что цена это прям очень хорошее вложение, потому что одна пара может прослужить, как мы сейчас услышали, 4-5 лет, и стоит этот шедевр от 13 тысяч до 18, смотря от размеров. Также можно заказывать даже и по эксклюзивному собственному эскизу, допустим, как сейчас всем модно, это ботфорты, да. Ну а подробнее о том, как же все-таки заключить социальный контракт, о этапах прохождения этого процесса мы расскажем в следующих новостных эфирах. Надежда? Благодарю, Марферина. Мы переходим к другим темам. В январе будущего года в Калифорнии в 33-й раз начнется один из крупнейших фестивалей Америки Palm Springs, который традиционно собирает зрителей и кинопроизводителей со всего света. Якутский фильм «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова представлен в одной из секций. Показ в Лос-Анджелесе станет североамериканской премьерой картины. Всего в этом году на Palm Springs представят 129 фильмов, в числе которых 36 претендентов на «Оскар» 2022 года. Отметим, что вместе с Palm Springs в послужном списке «Пугало» уже насчитывается 12 кинофестивалей. Фестиваль пройдет в Америке с 7 по 17 января 2022 года. В Якутске второй раз вручили национальную кинематографическую премию «Чипчал». Компетентное жюри выбрало обладателей призов в 11 номинациях. Так, за вклад в развитие национальной кинематографии статуэтка досталась сценаристу, режиссеру Семену Ермолаеву, а лучшим сценаристом стал Степан Бурнашов. Ивану Семенову достался приз за лучшую операторскую работу. Валентина Романова-Чискырай названа лучшей актрисой за роль в фильме «Пугало». Лучшим актером признан Федот Львов за роль в фильме «Черный снег». Ну а лучшим режиссером стал Степан Бурнашов за работу над картиной «Харахаар». Фильмом года признали картину Дмитрия Давыдова «Пугало». Нам, конечно, радостно то, что вот мы очень давно говорили о том, что нам все-таки нужна какая-то своя премия, как бы свой, такой своего рода «Оскар», где мы в конце года будем какие-то итоги подводить, не выбирать, кто лучше там, да, а все-таки как-то определять, куда якутское кино двигается, как оно развивается, как новые имена появляются, как бы в таком плане.
Главное на Дворцовой. Гирлянды новогодней ели зажгли в центре Петербурга. Для украшения хвойной красавицы использовали около 300 игрушек, 300 метров флажков и почти 5 километров светодиодных гирлянд. Кроме того, на Дворцовой площади появились 48 небольших елочек и 8 декоративных фигур. Также сообщается, что всего в Петербурге к новогодним праздникам установили более 3800 световых элементов, а тематические инсталляции появились по 190 адресам во всех районах города. Жостовская фабрика декоративной росписи славится легендарными уже цветочными узорами на металлических подносах и других изделиях на весь мир. В эти дни на фабрике знаменитые букеты украсили не только легендарные подносы, но и елочные игрушки. Такие вручную оформленные шары могут стать по-настоящему уникальным украшением новогодней ели. Яркие цветочные мотивы узнаваемы далеко за пределами России. Декоративная роспись Жостова представляет собой причудливые цветочные орнаменты, выполненные, как правило, на черном фоне. Но не исключены и другие цветовые варианты оформления фона. Напомним, история жостовского промысла восходит к началу XIX века, когда на территории современного Мытищинского района одновременно в нескольких селах образовались народные художественные промыслы по росписи лакированных изделий и металлических подносов. Художники все профессиональные. То есть это не самодеятельность, не какая-то там роспись или что-то такое, а вот их профессионализм, их видение природы, их видение культуры всемирной, культуры народной рождает вот такие замечательные произведения. Казалось, что это уже и шары можно относить к произведениям традиционного народного искусства, потому что наши художники достигли, в общем, высокого профессионального мастерства. Наступает один из главных праздников – Новый год. Особенно радуются дети, которые с нетерпением ждут, когда Дед Мороз принесет не только подарки, но и новогоднюю елку. Многие предпочитают встречать Новый год с настоящей лесной елкой или сосной. Для таких любителей в Нерюнгринском районе лесничество начало отпуск деревьев. По этой теме с нами на прямую связь выходит Екатерина Павлова. Екатерина, приветствую, передаю вам слово. Да, Надежда, добрый день. Все мы прекрасно понимаем, какое же празднование Нового года без главного символа новогодней елки. Однако желание украсить свой дом не должно вступать в противоречие с законом. Нерюнгринское лесничество напоминает, что незаконная рубка деревьев грозит административным штрафом, а также уголовной ответственностью. Такое тоже возможно. А в связи с этим Нерюнгринское лесничество ежедневно проводит патрульные мероприятия, в которых выявляется незаконная рубка деревьев. На таком мероприятии мы сейчас и находимся. Рядом с нами стоит участковый лесничий Александр Демешкин, у которого мы узнаем, можно ли в нашем районе самим срубить елку или сосну. Да, конечно, можно. Для этого нужно обратиться в контору Нерюнгринского лесничества по адресам поселок Чульман, Мира 11А и город Нерюнгри, Карла Маркса 15. С собой необходимые документы, паспорт и свидетельство ННН. Стоимость зависит от высоты, то есть от 45 рублей до 266. А если нет желания самим рубить, то где можно законно приобрести такое праздничное дерево? Организация ГАУ «Якутлесресурс» занимается реализацией, продажей новогодних сосен по адресам улица Мира, 11А, поселке Чульман, и в городе Нерюнгри, это возле магазина «Светофор» по улице Кравченко, а также у товаров для дома по Карла Маркса. Стоимость от 600 рублей, тоже зависит от высоты. А какие штрафы грозят нарушителям закона, те, которые не хотят ни покупать, а просто хотят сами срубить? Административный штраф за незаконную рубку на граждан от 3 до 4 тысяч и плюс причиненный ущерб за одно дерево 2617 рублей. Если сумма ущерба составляет более 5000, то уже идет уголовная ответственность. А скажите, выявлялись ли в текущий период нарушители среди нерюнгринцев в связи с рейдовыми мероприятиями? В этом году нет. Нерюнгринцы, жители города, относятся ответственно к этому делу. Поэтому у нас много людей выписывают именно разрешение на заготовку самостоятельно.
Ну, очень радуюсь, что нерюнгринцы так ответственно подходят к празднованию Нового года и не вырубают незаконно елки. А также, конечно, сейчас есть и большой выбор искусственных елок, которые также могут стать отличным символом Нового года и не омрачить ничего нарушением закона. Надежда. Благодарю, Екатерина. Ну а я напомню, с нами на прямой связи из Нерюнгри была наша коллега Екатерина Павлова. Она рассказала о живых новогодних деревьях, а мы продолжаем. Юные читатели Алданской детской библиотеки побывали на первом в этом году новогоднем празднике. Утренник в добрых советских традициях стал праздником не только для ребят. В детство окунулись и взрослые. Подробности расскажет Татьяна Вахнина. Юным читателям сегодня совсем не до книжек. В детскую библиотеку пришли Дед Мороз и Снегурочка. Первый новогодний утренник для ребят стал настоящим сюрпризом. Мы решили для наших юных читателей подготовить самый волшебный, самый завораживающий праздник, наверное, у каждого человека. Это Новый год. На огонек в детскую библиотеку гости заглянули не случайно. Именно здесь находится чудесная елка, украшенная старинными игрушками. Часть убранства дети мастерили сами из картона, фольги и ваты. Дедушка Мороз и Снегурочка признались, что таких елочек не видели очень давно. Елочка засияла волшебным светом гирлянд, позвав всех в веселый хоровод. Настало время веселья. Дед Мороз со Снегурочкой приготовили для ребят невиданные потехи. В такие забавы на новогодних праздниках играли еще их родители, когда были маленькими. Мы решили нарядить елку немного уже в необычном стиле. Это советские новогодние игрушки на нашей елке, так как в них присутствует какая-то особая тайна, воспоминания прошлого. Конечно, Дед Мороз пришел к ребятам не с пустыми руками, а с большим мешком подарков. Дети тоже приготовили сюрпризы и поздравления гостям. Мальчишки и девчонки читали стихи, исполняли песни и танцевали. Новогодний утренник в советском стиле стал праздником не только для ребят. В детство окунулись и взрослые. Праздник очень красивый был, понравился. Детки очень рады подаркам, подарки очень хорошие. Идея организации детского утренника в добрых советских традициях принадлежала директору библиотеки Татьяне Ефимовой. Подготовка к празднику началась еще осенью. Требовалось подобрать игрушки и флажки, написать сценарий, найти загадки и продумать забавы. Сотрудники признались, что и в процессе подготовки, и на утреннике они ужасно волновались. Конечно, волнения немного было, так как я первый раз выступаю в роли Снегурочки. Такой праздник в библиотеке прошел впервые, и он удался на славу. Впрочем, в канун самого главного праздника года, во время волшебства и чудес, по-иному и быть не могло. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В завершении выпуска расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня снег и минус 42. Ближе к ночи ожидается минус 46. Порывы ветра достигнут 4 метров в секунду. В Нерюнгри минус 37. Давление составляет 705 миллиметров ртутного столба. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 42 градуса. В Ленске сегодня снег и минус 37. К ночи температура воздуха опустится до минус 38 градусов. Ветер до 7 метров в секунду. В Мирном минус 39. Давление составляет 748 миллиметров ртутного столба, ветер до 6 метров в секунду. И в столице республики сегодня днем минус 46 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до минус 49, ветер от 1 до 2 метров в секунду, давление составляет 771 миллиметр ртутного столба. На этом пока вся информация о развитии событий. Смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.